Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Что вас ждет и что в жизни вашей поменяется за следующие 7 дней. Обо всем об этом нам расскажет Песок. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какую рыбку вы поймаете. Ну красота же, это красота. Рыба — это деньги. У кого-то любовь. Кто-то любовь найдет, а кто-то действительно большие деньги заработает, получит, да, прибыль, доход. Слушайте, ну прям мечты исполняются. Очень рады будете. Очень рады. Вот самое главное, да, вот в венце у нас самый вот прям итог ваших 7 дней и перемен — это вот эта огромная рыба в ваших руках. У всех рты пооткрыты, причем как-то очень неестественно, да, все в шоке будут, что вы любовь нашли, либо кто-то вот прям столько денег получил, заработал. Ну, удивите, так удивите, да. Особенно вот близкие ваши будут очень удивлены. Ну, давайте пойдем по порядку. У вас в корне рисунка показан человек с хвостом. Ну, явно кто-то, кто обманывает, что-то скрывает, ну, либо играет в какую-то не очень хорошую игру. И этот человек очень сильно продвинется в своих злых намерениях, но до конца дойти не сможет. Вот как будто бы сами ангелы, высшие силы подножку подставят, прям упадет, рухнет этот человек. И будет какой-то скандал, потому что в момент, когда человек падает, вся правда раскрывается о злых и коварных намерениях, о дурных планах, о каких-то, вот знаете, мошеннических действиях мне еще идет, да? Вот прям упадет, ни с того ни с сего, просто рухнет. А это ангелы постараются, это высшие силы постараются. Вот как на грани, да, на грани беды, но беды не случится, потому что этот человек упадет. Еще вижу большую гордую птицу. Эта птица около вас сидит. Все, что связано с государством, бюрократия, какие-то вот разрешения, допуски, сложные вопросы бюрократического характера у вас получится. Задуманное получится, но легко не будет. Вам нужно будет проявить себя, силу своего характера, быть понастойчивее и даже немножечко понаглее. И тогда эта птица покорно сядет у ваших ног, и вы будете довольны теми результатами, которых вы сможете достичь, добиться. Кому-то из вас даже немножечко вот прям удастся прогнуть систему, либо заставить эту бюрократическую систему поработать на себя. Да, это неплохо, но нужно будет очень сильно стараться. Дальше человек с усами сделает для вас подарок. Ну, как мы знаем, усы не только у мужчин, иногда бывают и у женщин. Не будем говорить, откуда они берутся, да, там может быть и наследственность, и гормональные проблемы. Ну, в общем, человек с усами сделает вам подарок, чем вас очень сильно удивит и чем вас очень сильно порадует. Вот, подарка вы не ждете, может вообще ничего от этого усатого человека не ждете, но подарок вы получите. Что-то хорошее вы получите. Нужное, ценное, полезное, важное тоже может быть. Дальше нижнее белье. Ой, берегите свои секреты, берегите. Особенно все, что касается вашей личной жизни. Потому что какие-то люди вас окружают, ну, ненадежные. Я не вижу здесь злого умысла, я вижу здесь переизбыток эмоций. Да? Человек на высоких эмоциях может взболтнуть лишнего. Да? Вот так ненароком выдать вашу тайну. Причем, ну, как бы человек даже не подумает, что это плохо. Берегите свои тайны, ни с кем не обсуждайте свою личную жизнь, свои личные планы не обсуждайте. Никому об этом знать не надо. Чем меньше людей об этом знают, тем надежнее ваша тайна, да, под большей сохранностью находится. Да, какой-то хлипкий забор, вы будете через него перепрыгивать.
Задача непростая и даже сопряжена с каким-то риском, но вы перепрыгнете. Пока другие люди будут тыкаться, мыкаться, искать лазейки, подкопы делать, там, либо разбирать этот забор, вы перепрыгнете. Какая-то необходимость вас заставит перепрыгнуть через этот забор. И вот вы первая, да, вот вы возьмете все себе, вот как снимете сливки, да, можно так сказать. Может быть, это какой-то запрет, может, это какой-то блок, либо какая-то серьезная помеха. И пока люди там замешкаются, думая, как же справиться, вы просто возьмете и перепрыгнете. Ну, потому что вам позарез надо, да, и вы это получите. Кто первый, тот и все себе берет, да, либо лучшее себе выбирает. Может быть, вы не такой человек, да, который лезет на рожон, который идет на риск, но в данном конкретном случае вы это сделаете. Тут сами от себя будете в шоке. Дальше показывают какого-то осьминога. Но у этого осьминога как будто бы щупальцы, их нет. Либо они настолько короткие, что ни до кого и ни до чего дотянуться не может. Возможно, кто-то захочет дотянуться до вас, либо как-то вас куда-то привлечь, вами воспользоваться, но у человека это не получится. Вот как бы ни старался этот осьминог, не получится. И если кто-то пытался влиять на вас, либо на ваших близких людей, этому влиянию конец. Да, щупальца короткие, не удержишь. Дальше вижу, что вы под влиянием каких-то людей примете решение. Будет сомнение вас одолевать, и до конца вы не будете уверены, что вы поступаете правильно, правильное решение принимаете. Но я вам скажу так. Те, кто на вас воздействует, эти люди вам не враги. Эти люди к вам очень честно и справедливо относятся. То есть дурного, лишнего, неправдивого, подлого они вам не советуют и туда вас не ведут. Но вот вам будет казаться, что что-то здесь не так, ну как-то сердце неспокойно, да, что-то не то. Но, тем не менее, решение будет принято, и об этом решении вы никогда не пожалеете. Это правильное решение, хотя будут одолевать сомнения. Дальше войдете в такую дверь, очень высокую, да, вот выше человеческого роста. В такую дверь будете входить. У вас там какие-то дела, либо какое-то задание, либо какая-то необходимость вас туда поведет. Как-то там будет очень тихо, да. Вы себе представляли одно, а по факту будет совершенно другое. То есть вы к чему-то себя готовили, настраивали, а придете, там все будет по-другому. Я не могу сказать, что плохо, просто это будет как неожиданно для вас, да? Неожиданно. Вот как-то так развернутся события, неожиданно для вас. Но в дверь вы в эту войдете, и потом через эту дверь выйдете. То есть каких-то проблем я у вас там не вижу. Наоборот, может, вы думали, что я пойду, придется кому-то что-то объяснять, доказывать, там, стоять в очереди и еще что-то делать. А вот там тихо, спокойно вы пришли, все, что надо, сделали, и сразу же вышли. Вот какое-то такое небольшое недоумение у вас. Может, с вами кто-то поделился своим опытом, и этот опыт был крайне неудачным. Вы себя, значит, настроили, что, значит, и мне придется потерпеть, а на самом деле ничего такого не будет. И я думаю, что это только вам так везет. Ну, либо к вам фортуна повернулась своей улыбчивой стороной, поэтому так все тут гладко пройдет. Тут не идет слово «гладко». Так, еще женщины, возможно, боль в придатках, какие-то болевые ощущения, может быть, перед периодом, да? Может быть, вам действительно следует обратиться либо к урологу, либо к гинекологу, да, но вот какая-то боль, она, прям смущать вас будет. Я не могу сказать, что прям острая, вы там катаетесь от боли, нет, но вы будете это ощущать. У кого-то, да, перед периодом, а у кого-то действительно, возможно, есть какие-то проблемы, и нужно обратиться к специалисту, чтобы это все убрать. Так, глаза. С кем-то вы будете переглядываться. Вы меня извините, но здесь вот именно какие-то гляделки мне идут.
с кем-то переглядываетесь, это все как невинная шутка, но это для вас невинная шутка, а для того другого человека это прям приглашение. Приглашение к ухаживаниям, да, к тому, чтобы за вами приударить. То есть будьте поаккуратнее. Если человек вам там не сильно нравится, да, вы не видите этого человека рядом с собой, лучше откажитесь от этих гляделок. Вот, шутки шутками, но потом у вас может быть как назойливый поклонник, либо поклонница, который проходу вам не будет давать. Да, будьте с такими вещами поаккуратней. Вы буквально вот 7 дней фонтанируете какую-то очень сильную сексуальную энергию. Даже если вы сами за собой не замечаете, даже если у вас нет каких-то позывов и желаний, но тем не менее это происходит. Это происходит, и люди противоположного с вами пола это улавливают. Поэтому даже какой-то невинный флирт может оказаться потом чреватым тем, что придется отбиваться от назойливых поклонников, поклонниц. Так, еще кому-то нужно будет ехать, какая-то дорога, но дорога непростая, там сложный маршрут, либо с пересадками, либо очень долго, да, вот как-то куда-то ехать. Может, даже в командировку кто-то поедет, либо к родственникам поедет. Какая-то необходимость, опять же, да, не просто так вы по желанию, там, с кондачка решили поехать. Нет, здесь какое-то вот условие, либо необходимость идет. Дорога, в принципе, у вас сложится без помех. Да, если пересадки, то будут пересадки. Если дальние, то долго будете ехать. Но помех особых я у вас не вижу. Поэтому себе не накручивайте, сильно не нервничайте. Порядок с документами должен быть у вас, с любыми документами. Это могут быть документы, удостоверяющие вашу личность. Это могут быть документы, дающие вам право на владение чем-то. Вот прям нужно вам либо привести в порядок, если все в разных местах лежит, либо следите за тем, чтобы в доступности были эти вещи, когда они вам нужны, документы. Ну, либо если у вас еще что-то не оформлено, да, пришло время этим заниматься. Потому что потом могут быть тяжелые деньги. Вам будет либо не до этого, либо сложнее будет получить тот или иной документ. Так, кто-то из вас будет проходить то ли испытания, то ли, не знаю, экзамены сдавать. Ну, кто учится, наверное, да, даже во взрослом возрасте многие люди учатся. Ну, а кто-то испытания будет проходить. Если честно, вас почему-то напугают, и вы себя будете готовить к чему-то ужасному, неотвратимому, на самом деле, ну, как бы и не сложно здесь, не сложно абсолютно. Вы как-то все быстро пройдете и удивитесь, что все как бы все закончено. Вы скажете, да как так? Я же тут ждала, либо я ждал, что будет все очень тяжело. Нет, не будет. Тут опять же, то ли вы очень сильно подготовились, то ли вам наговорили лишнего. То есть я не вижу этого. Тюлень тут показан. Ну, это какой-то человек, которого невозможно разбудить, либо сдвинуть с мертвой точки. Если честно, вас этот человек будет очень сильно раздражать. Возможно, вы даже как-то выскажетесь в сторону этого человека. Ну, тоже как-то, знаете, не поможет. Человек как тюлень. Все, я сплю, я отдыхаю, я тяжелый, меня не трогай, да, меня не кантовать. Прям раздражать вас будет этот человек таким своим отношением, поведением. Особенно если это близкий человек, да, а вы как белка в колесе крутитесь, а этот человек как тюлень, там, не знаю, лежит на диване, то, конечно, раздражение будет очень сильным. И прям захочется вот такого взять, встряхнуть, сказать, приди в себя, да, отхлестать по щекам, проснись, да, хватит так себя вести. Ну вот мне идет, что именно с женщиной такое происходит, да, и, скорее всего, в отношении либо другой женщины, либо мужчины. Мужчина, кстати, более вероятно мне идет, как тюлень. Кстати, вот по поводу этого человека, в защиту этого человека могу сказать, что человек может быть нездоров, либо у человека может быть депрессия, либо какое-то такое состояние, знаете, апатия, полная апатия и разочарование. Может, вы неправильно действуете, что вы пытаетесь растормошить, может, нужно как-то по-другому этот вопрос решать, да? Вот подумайте об этом. Дальше буква В. У буквы В будет праздник. Либо этого человека зовут на букву В, и у человека будет праздник, вас туда пригласят, позовут. Либо вас зовут на букву В, и с вами случится такое событие, которое равно празднику, да? Праздник на душе, праздник в сердце, праздник в жизни. Хороший знак, хороший, довольны будете. Если к кому-то пойдете, тоже будете довольны, вам понравится. Понравится мероприятие, угощение,
к вам отношение, все понравится. Дальше. Кто-то будет тратить деньги, причем сначала вы так напрягаетесь, да, либо у вас такой план, там, подешевле купить, либо еще что-то, а потом думаете, гулять так гулять. Деньги тратите на какие-то покупки, на подарки, может быть, будете тратить деньги, на какую-то красоту, мишуру, на то, что вызывает положительные эмоции. Вот денег прям здорово потратите. Больше, чем хотели, либо рассчитывали. Но, с другой стороны, довольны своими покупками будете. Дальше. 2 человека обнимаются, а 3 злится. Может быть, вы будете проявлять нежность к любимому человеку, либо к родному человеку. Да? Там объятия, поцелуйчики. Вот. А кто-то будет очень сильно злиться. Вот рядом с вами человек прям не сможет это скрыть, там прям на лице будет написано. Ревнует кто-то очень сильно. Ревнует, и это уже такой прям серьезный звоночек. Обрати на это внимание, да, и как-то вот надо проработать эту ситуацию. Потому что ревность ни к чему хорошему не приводит, а наоборот становится достаточно серьезной проблемой. Запускать это нельзя. Это не значит, что вы не должны проявлять нежность к любимому родному человеку. Это значит, что нужно поработать именно с тем, кто ревнует. Так, еще звезда, но 4-конечная. А тут что-то высшие силы решили вам дать. Что-то, что, возможно, вы даже и не просили. У кого-то и так отыграется. Будут вопросы, зачем мне это все, но высшим силам виднее. Может быть, за 7 дней вы не поймете, а может быть, потом поймете, а может быть, сначала не поймете, потом сразу поймете. Но вот звезда большая, 4-конечная. Именно по воле высших сил у вас что-то происходит, либо что-то случается, либо к вам что-то приходит в руки. Дальше прекрасный голубь крыльями машет. Ну, голубь — это любовная переписка, любовная какая-то, как любовные признания. И у кого-то еще голубь — птица мира, да. Ну, здесь у кого-то кто-то будет проявлять желание помириться, проявиться, а у кого-то действительно там любовная переписка там, через смс-очки, либо соцсети. Человек будет с вами флиртовать, признаваться в своих чувствах, раскрывать свои желания. Но вы не против. Этот голубь вам нравится, вы не против. Красивый, белый, почему бы и нет. Дальше. Человек, который носит очки, плохое думает, но передумает. Вы своей какой-то невинностью, наивностью, таким вот, знаете, открытым подходом, широкой душой, но буквально этого человека исцелить от дурных мыслей. Человек носит очки. Очки могут быть как и солнечные, да, защита от солнца, так и для зрения очки. И этот человек в вашу сторону просто просияет. Хороший знак. Хороший. Вы будете максимально убедительны, но вы сами не отдаете себе отчета, что вы делаете, да, но человек вот прям присматривается к вам и видит, что да, вы неплохой человек, наоборот, очень хороший, там плохого не хотите, хотите хорошего, и отношение, да, к вам будет соответствующее. Дальше, мои хорошие, у ваших знакомых, у ваших друзей что-то хорошее в жизни происходит, и вы будете искренне радоваться. У кого-то еще отыграется, что вас куда-то друзья пригласят, там, помочь что-то сделать, и когда будет результат, вы разделите этот результат, да, разделите эту радость. Да, за своих друзей, подруг вы тоже умеете радоваться, и это приятные положительные эмоции. Возможно, даже что-то будете потом праздновать, да, в каком-нибудь кафе, либо в ресторане, может быть, дома, да, прям отмечать мне идет будете. Очень теплые положительные эмоции будете испытывать. Так, гнилое яблоко. Смотрите, яблоко внешне очень даже прекрасное, но внутри оно полностью сгнило. Да, вот гниль внутри. Искушение, соблазн, либо попытка вам что-то такое всучить, что уже пропало, да, что уже не кондиция, что уже нельзя применять, использовать. И вам это будут подавать, как будто бы вот вы избранная, да, избранный, и вот вам такая честь и привилегия, вот мы вам предоставляем это гнилое яблоко. Ни в коем случае не соглашайтесь. Кстати, у кого-то еще на работе такая схема может быть, что вам говорят: ты самый опытный сотрудник, да, ты самая грамотная сотрудница, вот тебе вот такое вот задание, да,
А на самом деле это не задание, это дрянь, и вами как будто бы какие-то дырки закрывают. Да? Вы ничего на этом не получите, не выиграете, вы очень сильно устанете, это какая-то кропотливая, тяжелая работа, никаких бенефитов не получите, ну вот как дырки вами затыкают. Будьте поаккуратнее, не купитесь на это красивое яблоко, оно гнилое. Гнилое, невкусное, еще и вонючее, да? Не купитесь. Дальше, мои хорошие, какая-то еда вкусная показана. Вкусная еда, прям душу отведете, вас за уши не оттащишь. Может быть, что-то вкусненькое купите, что вы любите. Может быть, вы на диете, а тут пироженки, либо что вы любите. И вот прям переедание мне идет. Переедание, может живот болеть, изжога может быть, ну, отеки, если это что-то там соленое, перченое. Поаккуратнее, без фанатизма. Лучше там поделите на мелкие какие-то порции, по чуть-чуть ешьте. Так, еще с какой-то гидрой будете бороться. Но тут, понимаете, физическая сила, она не поможет. Тут какая-то хитрость нужна. Ищите подсказки в сети. Сеть. Ну, скорее всего, интернет имеется в виду. Ну, либо связи, да, между людьми. Связи. Что такое гидра? Да? Вы голову одну отрубаете, на ее месте две вырастает. Да? Вот в честном бою не победите. Здесь хитрость какая-то нужна. Сеть показана. Либо интернет, либо через людей ищите ответы, подсказки, советы. Только так можно победить эту гидру. Хотя я не вижу, что она вам мешает. Но вот как столкнетесь вы с таким. Может, для вас это будет делом чести победить эту гидру, чтобы она там другим людям не мешала. Может, за родственников вступитесь, за родных и близких людей. Так, еще результат. Какой-то результат вы получите. Может, медицинский, может быть, какой-то другой. Тут как-то 50 на 50. Что-то прям вам очень нравится, а что-то прям совсем не то. Ну, 50% это тоже результат. Да? Есть к чему стремиться, есть над чем поработать, подумать и что поменять. То есть и довольны, и недовольны, как два в одном. Дальше показывают какое-то чудовище, ужасное, безобразное. Но рядом с вами это чудовище преображается. Возможно, имеется в виду не внешний вид, а именно повадки, характер, да, вот как человек себя транслирует, проявляет. Рядом с вами превращается прямо в мимимишку. А без вас этот человек действительно ведет себя как чудовище. Кстати, мои хорошие мамы, папы, бабушки и дедушки, возможно, ваш милый ребенок дома послушный, добрый, себя в коллективе ведет как действительно маленькое чудовище. Ну, не обижайтесь, да, так иногда бывает. Вот вам там учителя, воспитатели нажалуются, там, может, еще и видео покажут. Не спешите ругать своего ребенка. Почему? Потому что может быть такое поведение, это своеродный какой-то манифест, протест. Да? Возможно, ребенку некомфортно, возможно, ребенка кто-то обижает, не обязательно там физически, может и морально, да? Словесно могут обижать, поэтому ребенок так себя ведет. Не делайте скоропалительных выводов. Будьте на стороне своего ребенка. Ну, у кого-то, возможно, и не ребенок. Да, вообще, возможно, этот человек не имеет к вам никакого отношения, но этот человек, судя по всему, вас очень уважает, поэтому в вашем присутствии себя ведет очень мимимишно, по-доброму, знаете, как одуванчик, да, божий одуванчик. А когда вас нет, этот человек опять превращается в это ужасное чудовище. Так, дальше. Вы столкнетесь с какой-то дилеммой, что-то нужно будет либо выбрать, либо решить. И из-за этого у вас, возможно, проблемы со сном. То есть пару ночей, да, будет сложно уснуть, потому что вы будете думать, просчитывать, там, да, прикидывать. Вот такой момент еще может быть. То есть здесь нет какого-то там негатива, воздействия, влияния, либо проблем со здоровьем. Это просто мыслительный процесс. Мозг сильно перевозбуждается, а потом сложно отключиться. Да. Это, конечно, нехорошо, но это неправильно, потому что все-таки ночь, она на то, чтобы человек отдыхал, чтобы не сбивались эти циркадные ритмы,
чтобы мы были здоровыми, чтобы иммунитет не падал, чтобы, ну, и выглядеть хорошо. Поэтому надо вам как-то себя в руки взять, да, и так сильно не уходить в проблемы с головой, да. Надо поосторожнее быть с этим. А в бессоннице ничего хорошего нет. Дальше, мои хорошие, какая-то неожиданная встреча. Встреча, которая прям и удивит, и кучу вопросов оставит. То есть ответов нет, зато вопросы появятся. Кого-то вы такого встретите, может быть, даже не один человек, что у вас такие вопросы прям возникнут. Скажете, да как так? Да как такое может быть? Произведет на вас это впечатление, будете потом искать ответы на свои вопросы. Да, встреча под вопросом. Вернее, от встречи идут одни сплошные вопросы, а ответов как бы нет, их нужно искать. Дальше, ну вот рыба, это ваша большая. На вас какие-то сапоги одеты, сапоги. То есть в сапогах куда-то нужно идти, либо далеко нужно идти, а возможно нужно переобуться, да, поменять свое мнение, отношение, расположение для того, чтобы эту огромную рыбу обрести. Как я уже говорила, рыба, она и про любовь, и про деньги. Но вот мне идет, что благодаря все-таки сапогам эта рыба у вас появляется. Ну, либо не у вас, а у вашего близкого, дорогого человека. Когда только человек переобуется, либо куда-то пойдет, далеко съездит, сразу и рыба появится. Да? Ну, может быть, опять же, да, муж ваш поедет там, на заказ, заработает много денег, и будет ему рыба, и любовь, и деньги будут, да, потому что удивит вас, порадует ваш мужчина, столько денег заработал. Ну, а может, это и вы, да, у кого-то так отыграется. В любом случае, рыба — это очень хорошо, с правой стороны у венца это прям замечательно. Дальше, лошадки у вас показаны. Но лошадки какие-то необычные. Необычные в плане, что вот они на деревянных похожи, да? Деревянный конь. Но с другой стороны, почему-то вы не сильно расстроены, либо вы как будто бы на этих деревянных лошадках тренируетесь, да? Оттачиваете свое мастерство, как быстро залезть на лошадь и слезть с нее. 2 лошадки я вижу. Что-то статическое и что-то, что оттачивает ваше мастерство, да, вот руку набиваете, может какие-то тренинги, может какой-то вот опыт, тренировка, в таком плане мне идет. Это еще не сама лошадь, да, это еще не сама работа, но тем не менее руку точно набьете. У вас будет возможность дважды потренироваться, попробовать себя. С левой стороны влево смотрят. Смотрите, у вас в ближайшие 7 дней откроется дорога к изобилию. Это не значит еще, что вы прям изобилие обретете. Это значит, что вам открывается туда путь, а дорогу осилит идущий. У вас какие-то сомнения будут. Почему? Потому что за вашей спиной стоит человек, который вам говорит обратное, что типа это не изобилие, а это потеря. Это не развитие, а это наоборот упадок. Да, человек вас буквально за руку оттаскивает, отговаривает. А вам сердце говорит, что нет, мне нужно туда идти, потому что там мое счастье, там моя радость. И вот дилемма, да, дилемма, как поступить. Послушать того, кто за спиной стоит, либо все-таки послушать свое сердце и пойти. Сразу говорю, слушайте свое сердце, потому что сердце не ошибается. Люди могут ошибаться, люди могут даже специально вам говорить неправильные вещи, а вот сердце никогда не ошибется. Слушайте свое сердце. Хотя бы первый шаг сделайте на эту дорогу, которая ведет к изобилию. Вот. А дальше будет и легче, и проще. Человек какой-то висит в беспомощном таком состоянии, положении. И я так понимаю, что помочь можете только вы, либо только вы захотите помочь этому человеку. Ну, буквально у кого-то отыграется, что вы человека спасете в ближайшие 7 дней. Человеку нужно будет время, чтобы прийти в себя. Но когда придет в себя, я вижу, что этот человек будет вас благодарить. И благодарить вот мне идет с какой-то превеликой щедростью. То есть так вас еще никто и никогда не благодарил. И вы немножечко будете даже себя, возможно, некомфортно чувствовать. Но с другой стороны, это все заслуженно. Да? Вы же не за красивые глаза получаете, а вы помогли этому человеку, вы спасли этого человека.
ну, как бы не стесняйтесь, принимайте. Тем более человек от всего сердца вас будет благодарить. Очень хороший знак. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.